У нас было много планов на эти летние каникулы, но папы сейчас нет с нами. Вот уже несколько месяцев десятиклассница Айлара и ее семья не знают, где их отец, туркменский активист Алишер Сахатов. 28 апреля его задержали в турецком городе Синоп. Спустя 4 месяца СМИ со ссылкой на источники сообщили, Алишера депортировали на родину, но ни власти Туркменистана, ни власти Турции не говорят, где именно он находится. Младший недавно сел и начал плакать в магазине. «Мама, я хочу, чтобы папа вернулся». Никто не дает ответа. На наши запросы нигде не отвечают. Я не понимаю, почему Турция молчит и не хочет дать разъяснения. Его что, отвезли куда-то в лес или убили? И что вообще случилось? Где сейчас Алишер? Гуляла рассказывает, с тех пор, как пропал Алишер, в их доме все поменялось. Дети в стрессе, сама она в отчаянии. Туркменка осталась одна с 4 детьми в чужой стране. Учителя жалуются. Отличница Айлара и Марал потеряли интерес к учебе. Чтобы попытаться вернуть им отца, Гуляла решила объявить голодовку. Больше 10 дней она пьет только воду. Я словно живой мертвец. Дети тоже практически не едят ничего. Одну лепешку в день и то не съедают. Раньше я весила 63 килограмма, а сейчас 52. Сейчас настолько тяжелые для меня времена, что я даже не ощущаю чувства голода. Если я узнаю, что Алишера депортировали, я поеду в Туркменистан. Может, он оттуда сможет позвонить мне. Может, я смогу поговорить с ним. Вместе с Гулялой голодовку объявили несколько туркменских активисток. Они требуют найти еще одного их соотечественника, Абдуллу Урусова. Его задержали вместе с Алишером Сахатовым. За последние несколько лет в Турции и России исчезли целый ряд граждан Туркменистана. Азат Исаков, Фархад Миманкулиев, Ровшен Клычев, Сердар Дурдылыев, Бердан Мухамедов и другие. Позже некоторые из них оказывались в Туркменистане, где после закрытого суда их отправляли в тюрьму. Про остальных никакой информации до сих пор нет. Все они рассказывали о произволе чиновников и открыто критиковали власти Туркменистана, одной из самых закрытых и авторитарных стран мира. Никакой информации добиться мы не можем, хотя сколько пытаемся. Конечно, до нас доходят отголоски неподтвержденной информации о том, что вот, например, в случае Алишера Сахатова и Абдуллы Урусова, что их морят голодом, не дают им пить, всячески издеваются над ними. И, конечно же, то же самое, тем же самым пыткам подвергаются и другие наши активисты и политзаключенные. Зная, что вот так однажды может произойти и с ней, Диана вместе с соратницами запустила акцию «Если я исчезну, не молчи». Ее участники написали письма, в которых говорится, что в их похищении могут быть заинтересованы власти Туркменистана, и разослали свои заявления в правозащитные организации. Одной из немногих, кто смог уехать в безопасную страну, стала известная активистка Нурсултан Таганова. Все 10 лет жизни в Турции она боялась, что в любой момент ее могут депортировать на родину. С тех пор, как я приехала в Канаду, я ощущаю себя в гораздо большей безопасности. Мои страхи и тревога уменьшаются и даже почти рассеялись. Стараюсь привыкнуть к новой стране. Учу язык, начала работать. Нурсултан устроилась на местную теплицу. Работа спокойная, платят достаточно, и вот-вот, кажется, сбудется то, о чем она больше всего мечтала все эти годы. Я начала собирать документы, чтобы привезти сюда своего сына из Туркменистана. Но мне все не дает покоя мысли о других активистах. Почти 3 месяца нет вести об Алишере Абдулле. Я также переживаю за своих земляков в Турции. Нурсултан и другие активисты в Турции боятся возвращения домой. На родине их могут ждать тюрьма, пытки и даже смерть. Правозащитники, которые следят за ситуацией в Центральной Азии, уже несколько лет требуют показать людей, которые исчезли в тюрьмах Туркменистана. Проект так и называется «Покажите их живыми». Вот список, который, кстати, составили еще до последних массовых депортаций из Турции. В нем более 160 человек. У каждого в графе «После суда» одна и та же фраза «Нет информации». Хотя, по некоторым данным, значительная часть заключенных умерла в тюрьме, их семьи продолжают надеяться и ждать своих близких.